Музее изобразительных искусств города Карабулак открылась первая персональная выставка известной художницы Лиды Оздоевой под названием «Эхо Дзурцуков». В экспозицию выставки вошли более 50 работ, выполненных в различных жанрах и по уникальной схеме. Здесь представлено более 100 работ, написанной технике коллаж, картины из рыбьей кожи. Здесь замечательные графические эскизы к известным произведениям известного нашего писателя Исы Кадзуева. А также здесь Лида представила предметы интерьера, это декоративные предметы, которые сегодня украшают наш зал. Нам к этой выставке удалось выпустить прекрасный каталог, в который включены часть работ Лиды. Наш каталог называется «Эхо Дзурцуков», как и выставка. Основной акцент мы делали на главную картину сегодня на нашей выставке. Картина «Эхо Дзурцуков», которая создана Лидой в технике и тематики абстракции. Это очень сложный вид, именно его и маслом, и графически писать сложно. Ну а Лида, как мы знаем, создает свои декоративные полотна из предметов, из рыбьей кожи. В основном здесь используется кожа сёмги. И сегодня тоже бесценно для нас то, что в дар нашему музею Лида преподнесла прекрасный натюрморт, который она назвала «Ингушские мотивы», и эта картина пополнит такую золотую часть фонда нашего музея. На открытии экспозиции присутствовали поклонники творчества Лиды Оздоевой, люди, неравнодушные к миру искусства. Сама рыбья кожа – это новый материал, и Ахмед Шадиев – универсальная личность в его создании. Но сама работа, даже если вы посмотрите на этот так называемый коллаж, то он дает вам и объем, и перспективу, и саму форму, которую очень тяжело дается в цветовой палитре. А если вы посмотрите на пейзаж, ну, например, зимний пейзаж, вы видите, естественно, диких животных, вы видите снежную лавину, текущую речку. И, конечно, в передаче этого перспективы, то есть глубину и, естественно, реальный образ, это очень сложно именно в этом техническом приеме. Теперь, если вы посмотрите, какой прекрасный фрагмент экстерьера. Ну, конечно, если мы даже видим с вами зиму, и мы с вами испытали этот зимний каскад снежных лавин, то и елка, и деревья, и сам снежный домик, и внутри горящие лампочки. Даже дети, которые вы видели сегодня, просто смотрят, а что можно увидеть в этом домике, кто там живет. То есть интерьер и экстерьер подан именно в объеме и в перспективе. Действительно, в композиционном построении настолько оригинально, что отойти просто без гаммы эмоций от него невозможно. Поэтому Лидия Оздоева чрезвычайно интересна. Ее работы находятся за рубежом, они находятся в частной коллекции. И сегодня она представила нам все последние годы сделанные работы. Поэтому она называется «Персональная выставка». И вы видите многих художников и просто посетителей, гостей, туристов, которые действительно увидели нечто новое в истории изобразительного искусства. И это начало положили именно ингушские художники, на что хотелось бы сделать особый акцент. Выставка очень содержательная выставка. Выполнены работы в разных жанрах. Изумительная техника. Вот задаюсь вопросом, получилось ли бы что-нибудь похожее на это у меня. Это очень высокий уровень, очень красивые работы. Я была очарована портретом в исполнении Лиды Оздоевой, портрет Зины Иневкиевой. Зины Иневкиевой, к великому сожалению, нету среди нас, но так красиво, так вот передать ее образ через ее портрет, содержательность этой личности, ушедшей от нас, это большой успех.
Идея по выделке рыбьей кожи принадлежит ингушскому бизнесмену, изобретателю, технологу Ахмеду Шадиеву, который и по сей день развивает свой фирменный бренд «Шади» по всему миру. Лида в считанные дни смогла создать уникальную работу из рыбьей кожи, тем самым впечатлив заказчика своим талантом и желанием познать азы нового мастерства. Когда я что-то делаю, я делаю с душой, наверное, так поступает каждый творческий человек. И так получается немножко разный жанр. Портретный жанр, пейзажный, там, абстракция. И это все, что мне подсказывает моя душа. В основном Лида творит свои сюжеты, используя кожу сёмги, осетра и кальмара. Коллажные картины требуют особого внимания и терпения, и бесподобно хороши, на мой взгляд. Кальмар, семга, как-то сочетается. Там есть моменты, когда нужно бывает поработать с кальмаром, учитывая ее нежность, ее какую-то эластичность, и уже какой-то 3D-эффект. Это у нас идет кожа семги. Есть и сазана тоже, да. Лида, вот вижу очередной сюжет. Это утро, как я понимаю, да, ранние ласточки, рассвет весны. Да, это у нас весна. Такой, знаете как, это был подарок. Когда ты что-то делаешь для любимого человека, это моя подруга, и я хотела, чтобы эта работа у нее была, и она радовалась. Известные личности разных эпох и времен в своей привычной манере смотрят на нас с полотен Лиды. Любуйтесь, амазонка с воинственным и смелым взглядом на резвом коне. Защитница своей территории, семейного очага. Я люблю лошадей. Люблю лошадей, волки, там, все такое, и зиму люблю очень. И мне хотелось бы что-то вот показать, какой-то порыв, какой-то... Вот у меня картина называется «Ветры». И так получилось, что многие люди хотели у меня ее приобрести, но я не готова была с ней расстаться. Она меня как-то греет, осветляет. Это был порыв вдохновения, так скажем. А как давно вы увлеклись этим творчеством? Вообще, когда я еще маленькая, мы жили в Кокчетаве, дело в том, что у нас был друг в семье, вот имя не помню, мы его все называли Петровичем. Он часто заходил, отцу говорил: Ахмед будет обязательно инженером. Инженер из меня не получился, но я всегда пыталась что-то слепить, что-то там поделать. Мне это было интересно. Я знала, что я не умею, но мне надо постараться. Вот так получалось, да. Если вы ко мне в гости придете, у меня очень много кошек. И я люблю планеты. Вообще, вот когда я это создавала, эту работу, это какое-то внутреннее... Вот я вам сейчас не объясню, но там такое внутреннее эмоциональное чувство, когда ты чувствуешь всю планету, когда ты чувствуешь то, чего ты не можешь увидеть глазами. И то, что вот мои картины, они лучше за меня говорят, потому что только они мне могут выразить словами то, что я чувствую. В глубокой теснине Дарьяла, где роется терек во мгле, старинная башня стояла, чернее на черной скале. В той башне, высокой и тесной, царица Тамара жила, прекрасно, как ангел небесный, как демон коварна и зла. Я по нашим преданиям знаю, что царица Тамара – это наша племянница, что вот, как вам сказать, она этот генный уровень, то, что нас воспитывали еще наши дедушки, бабушки, что Грузия – это наши друзья, это наши соседи, это лучшие, которые вот... И вот, наверное, на фоне этого все это создавалось. Но я всегда восхищалась самой царицей, ее мужеством, ее добродетелью, ее нежностью. В данный момент мы как раз Вати Кадзоевиса пишет предание о царице Тамары, и я пытаюсь ее иллюстрировать. А от этой картины веет холодом, страхом и сплоченностью, ведь волки – это единый клан, своя иерархия, где всегда остается неизменным то, что общественные интересы ставят выше личных, ведь иначе под угрозой окажется само существование стаи. Воодушевленная Майя Плесецкая, российская балерина, из красивого прошлого смотрит в новый день, повествуя о том, что жизнь в творчестве насыщена и колоритна. Над Майей я работала где-то около 2 месяцев. Почему Майя? Наверное, потому что мы воспитывались, когда маленькие были в Советском Союзе, часто был балет. А у нас кто звезда была? Майя была, да. И вот это как-то с детства, наверное, засело, осталось у нас.
И вот так получилось, что сегодня в творчестве она у меня осталась в моей коллекции. Удивительно, как получается. Вот красками еще понятно, что можно как-то выдать черты, мимику, особенности характера данного героя. Но если работа выполнена из рыбьей кожи, как это вам удается вообще? Это за гранью невозможного, на мой взгляд. Знаете, Фатима, что удивительно, мне немножко с красками сложнее. Я, в принципе, и не пробовала себя в красках. Так немножко сейчас какие-то первые мазки есть. Но кожу я ее настолько ощущаю, и мне настолько хочется с ней работать. Этот материал настолько благодарен, что я сама экспериментирую каждый раз. Бывает момент, когда я думаю, а с чего начать? А потом вся душа все подсказывает, и ты идешь, и руки тебя слушаются. А многовековые башни наших предков, величественно устремившиеся в небо, и вовсе являются олицетворением силы жизни на земле. Здесь Майк Тайсон. Это был заказ. У него есть свои поклонники в республике. И один из поклонников, он захотел, чтобы я создала. Но, честно говоря, когда мы вручили ему этот подарок, он долго стоял без слов. Это настолько для него было близко. Угодили. Если я за что-то берусь, я не бросаю. Я до последнего, вот как Ван Гог, не отхожу. Я должна добить и закончить. Просто вот у многих художников я интересуюсь, спрашиваю, как долго создавалась та или иная работа. Мне отвечают иногда, что и годами, поэтому вы удивляете. Бывают такие моменты, Фатим, мне приходилось, просто знаете как, воспитывает нас чувство ответственности, а тут, когда говорят, нельзя подвести, Лида, надо, тут уже я могу неделями не спать. Правда, это отражается на здоровье, но должна работу закончить тоже. Относительно недавно Лида начала заниматься и графическими работами в качестве художника-иллюстратора, и такую работу она провела с поэтом и драматургом Исой Кадзоевым, воплотив в сюжеты отрывки из его книг. Вот моя одна из любимых работ, я ее подарила нашему писателю Вати Кадзоеву. Это как раз вот я когда работала с его иллюстрациями, тоже навеяла. А это у нас именно ключ названия выставки «Эхо Дзурцуков». Там очень много эмоций. Когда кто-то, исторические такие моменты, и там много боли, там никто это не увидит, там много каких-то эмоциональных моментов, но и там столько любви к своему народу, поэтому мне многие просили давно расстаться с этой картиной. Нет, я не готова. За годы творчества работы Лиды выставлялись во многих городах мира. Отмечу одну из наиболее значимых выставок в ее творчестве, которая прошла в государстве Катар в 2018 году. В принципе, с Лидой мы знакомы очень давно, как с творческим человеком. Я ее знаю и как художника, и как мастера декоративно-прикладного искусства. Это разные вещи, хотя, вот, как говорят, одного поля ягоды. Дело в том, что она и живописец замечательная, мы это видим по ее работам. Она и как мастер декоративно-прикладного искусства здесь представлена в разных направлениях. Это и скульптура, мы видим скульптуру. С ее скульптурой я не был знаком. Это светильники в виде башен, очень красивые, потрясающие, в темных помещениях будут очень хорошо смотреться. Но это и очень живописные полотна, которые она делает. Это и кальмар, это и семга, это и осетровая порода рыб. И самое интересное, наверное, она все-таки, помимо того, что как бы я ее узнал в дороге, мы выезжали вместе в Париж, в Катар, в Белоруссию, и практически все субъекты нашей необъятной страны. Характер, ее порядочность, чистоплотность, ее умение быть полезным для общества, она не в тягость. Вот в дороге с ней легко. Она очень легкая на подъем. Мы с Лидой практически ровесники, и несмотря на это, я вижу, что в ней очень много энтузиазма. Она всегда видит только светлые стороны и в людях, и в творчестве. Очень позитивный человек. И надо отметить, что вот даже в своих работах она, как и в своей жизни, яркая, позитивная. Мне кажется, что очень много вот этого чистого, благородного она еще может сказать в своих полотнах. Еще очень многое впереди, по воле Всевышнего Аллаха, дай Бог ей, чтобы она прожила много-много лет. Но даже сейчас она уже
состоялась как личность, такая масштабная личность, именно творческая личность, она входит в Союз художников Республики Ингушетия. Вот буквально 2 года назад мы с ней пообщались, и она вошла в Союз. И надо отметить, что она практически самый активный член этого союза, который постоянно что-то новое выдает. И поэтому очень часто она представляет, волей-неволей представляет наш союз на всех площадках, на которых она находится. Что можно пожелать в такой день художнику? Наверное, все-таки вот этого энтузиазма, которым она обладает, постоянного творческого вдохновения, наполненности, желание и умение делиться своим внутренним миром. Это очень важно, потому что очень многие желают, но не умеют. Она и умеет, и желает. Поэтому желаю ей крепкого здоровья, желаю, чтобы она также продолжала любить всех тех, кто сегодня рядом. И чтобы и те люди, которые находятся рядом с ней, также любили ее и отвечали взаимностью на ее светлые и добрые чувства. Мы готовили эту выставку к проведению еще в марте прошлого года, но в связи с известными событиями она неоднократно переносилась, поэтому очень волнительно было и куратору выставки Асе Евлоевой, самой Лиде, и всем сотрудникам, которые занимались этой выставкой, открытие этой выставки. Мы с нетерпением ждали ее, как и все поклонники творчества Лиды. Для меня Лида Аздоева – это человек космополит, человек, который очень любит, ценит свой народ, свои корни, и между тем отождествляет себя со всем человечеством. Ее искусство, оно несет красоту всем людям. Поэтому я хочу сегодня поздравить Лиду с этим знаменательным событием. Я знаю, что это не последняя выставка, будет еще очень много. У вас замечательные работы. Да, мы еще хотим сказать несколько слов о том, что Лида дарит музею замечательную свою работу, которую вы сможете увидеть на центральной стене. Это ингушские мотивы, и поэтому мы вручаем ей благодарность за дарение этой работы нашему музею. И диплом за сегодняшнюю выставку и вклад в культуру Республики Ингушетия. Я благодарна Любе, директору Музея изобразительного искусства. Я знаю, как они мне, настолько такая поддержка душевная. Я знаю, как куратор мне помогал в выставке Евлоева Ася. Дело в том, что мы еще в прошлом году должны были, но на фоне этой пандемии все откладывалось. Но у меня за то время было хоть что-то добавить в свою коллекцию. У меня очень много идей, у меня очень много планов, и мне бы хотелось что-то успеть такое сделать грандиозное. Не знаю, то, что получится, я не знаю, но мысли, да, такие. Мы вам желаем успехов и чтобы все получилось. Разноплановость и уникальность работ Лиды дарует душе море ярких ощущений. Волны эмоций уносят на самое дно впечатлений, где мысли сменяют друг друга, где в сердце играет музыка любви, слышен шум волны, несущей новый счастливый день и новую жизнь.